Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Завершается юбилейный год для профсоюзов Якутии. 100 лет назад была созвана первая губернская профсоюзная конференция, которая положила начало отсчета в истории развития профсоюзного движения в Якутии. Чтобы принять участие в юбилейной декаде в Якутск, прибыл заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь. Давид Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. В Москве на днях завершилось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, где одним из основных вопросов повестки стало обсуждение задач профсоюзов по вопросам социальной защиты работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Знаем, что так называемые северные конференции Федерация проводит с 2014 года. Какие основные решения приняты в результате этой работы? Да, вы совершенно правы. С 2014 года мы проводим северные конференции, и я вам должен доложить, что все они являются результативными. На сегодняшний день проведено 7 таких конференций. И как таким большим итогом состоялось заседание Генерального совета. Ну, по порядку. Первая конференция, которая прошла в 2014 году, там был главный вопрос, это создание, для того, чтобы беседовать, это создание объединения работодателей. Объединения были, но работодатели туда неохотно входили. И вот для того, чтобы они туда могли входить, хотели входить, так скажем, то необходимо было их стимулировать. Так вот, решение первой конференции 2014 года как раз это стимуляция государства для вхождения работодателей в объединение. И те работодатели, которые туда платят средства, они освобождались от налогов. Вторая конференция была посвящена районным коэффициентам. Это дело в том, что в конце 2014 года Министерством труда на общественном совете был поставлен вопрос по уменьшению и пересмотру ряда северных коэффициентов. Это связано с тем, что законодательство СССР и РСФСР при инкорпорировании в законодательство российское как раз хотели их пересмотреть. Представляете, это очень серьезный вопрос. И, безусловно, он был вынесен весной 2015 года на вторую северную конференцию. Какой результат? Сначала отложили этот вопрос, а потом вообще сняли. Третья северная конференция – это очень серьезный вопрос, связанный с минимальным размером оплаты труда. До сих пор, до северной конференции, так скажем, в минимальный размер оплаты труда входили процентные надбавки, северные коэффициенты. Мы доказывали, что они входить не должны. И дошли до Конституционного суда. И опять положительное решение Северной конференции было воплощено в жизнь. На сегодняшний день северные коэффициенты и надбавки за стаж работы в Северной конференции тоже не входят. Еще одна конференция – это спецоценка условий труда. И когда была создана методика спецоценки, мы считаем, что она несовершенна. Там есть вопросы. Но что касается северов, здесь, ну, так скажем, в более извращенной форме мы видим отсутствие в методике учет климатических факторов, ну, так называемые физические факторы. Это освещение, это температура и так далее. В результате были приняты санитарные правила и нормы, санпины. Вот. А следующая конференция – это вопросы региональных, межрегиональных перевозок. И в результате этой конференции даже в Якутии, насколько я знаю, начали строительство там аэропортов, субсидирование перевозок и так далее. Вот итогом всего это было как раз заседание Генерального совета, где мы, это был главный вопрос заседания Генерального совета, в результате которого были обобщены все проблемы, которые касаются Севера. Мы готовили этот вопрос полгода. Провели 3 рабочих встречи в Архангельске, в Хабаровске и в Ханты-Мансийске. Была создана специальная рабочая группа. И обобщили все вопросы, касающиеся Севера. У нас колоссальная база данных. И в результате были приняты соответствующие постановления, которые мы будем вносить в правительство Российской Федерации и в законодательное собрание. Вот я это очень коротко сказал. Если будут вопросы, пожалуйста. А вот вы сказали, что вопросы касались поддержки малой авиации, выплат с учетом районного коэффициента и поддержки малых специалистов.
молодых специалистов, Молодых. особенности оплаты стоимости проезда. Для нас, якутян, это действительно актуальные вопросы. Вот как они будут восприняты членами Генсовета и какая работа будет проведена по наступившим предложениям? Они восприняты ну, я считаю, с пониманием. С пониманием. На заседании Генерального совета выступал председатель профсоюзного объединения Республики Саха-Якутия Дегтярев Николай Николаевич. Он обострил эту тему. И, ну, вы понимаете, на самом деле, мы говорим, большая страна, мы говорим о том, что у нас ну, люди должны перемещаться. В то же время для этого условия не созданы. Ведь развитие инфраструктуры – это одно из условий для того, чтобы люди не уезжали с севера. Не уезжали. И понимаете, ну, доходит до абсурда, когда из Якутии, с учетом субсидий, до Москвы долететь дешевле, чем по Якутии или в соседний регион. Поэтому это очень острый вопрос. Если мы говорим о любви к России и говорим, что мы заботимся о человеке, эти вопросы просто надо решать. Их не надо обсуждать, их надо решать. И мы такую задачу себе поставили. Давид Михайлович, ваш очередной визит в Якутию связан со знаменательным событием в нашей республике, с празднованием столетия профсоюзного движения Якутии. Как оцениваете работу своих коллег? Вы знаете, ну, обычно как, вот когда там праздничные мероприятия, всегда говорят хорошие слова. Но это тот случай, когда не надо выдумывать хороших слов, а надо сказать правду. Профсоюзы Республики Саха-Якутия работают очень хорошо, активно. Это, может быть, то место, это те профсоюзы, которые работают в вашей республике, они действительно душу вкладывают в свою работу. Есть, конечно, много что решается. Есть и нерешенные вопросы, проблемы есть, и задачи, которые перед собой они ставят. Но с той активностью, честностью и с тем пробивным характером, как решают здесь люди, и сам, так скажу, председатель профобъединения Дегтярев, и все председатели, практически все, так скажем, председатели рескомов профсоюза заслуживают внимания. Заслуживают внимания. Более того, здесь очень много новых, хороших инициатив. Я как приезжаю сюда в республику, обязательно что-то новое. Вот вчера была презентация книги, я рекомендую всем посмотреть, посвященной как раз столетию профсоюза. Виртуальный музей. И я беру отсюда, ну, так сказать, копирую и стараюсь распространить это на всю Российскую Федерацию. Во всяком случае, что касается виртуального музея, это заслуживает уважения и распространения. Не секрет, что пандемия внесла вот во все отрасли влияние свое. Вот какие коррективы внесла в работу профсоюзов? Ну, мы говорим о профсоюзах России. Безусловно, ну, во-первых, увеличилась цифровизация их, так скажем, в профсоюзах. Работа по удаленной, как говорят у нас, по удаленке, да, или на удаленке, как вы тоже так выражаетесь. Вот. И знаете, что обострило? Вот те люди, те профсоюзные лидеры, которые хорошо работают, умеют работать и хотят работать, они работают. А тот, кто мало что делал, это еще больше проявилось, понимаете? Те стали скрываться по домам, стали скрываться, а вот там нельзя, а вот пандемия и так далее. Поэтому вот, во всяком случае, для себя мы уже знаем, значит, кому надо пожать руку и проститься, а кому надо пожать руку и наградить. Поэтому пандемия, она более обострила определенные проблемы, понимаете, определенные проблемы. Но мы их решаем, это наша задача, и мы будем их решать. А в связи с этим, какие задачи стоят сейчас перед профсоюзами, и вот особенно для отдаленных районов, как Якутия? Отдаленных районов от чего? Ну, от центральной России. Ну, вы понимаете, я считаю, что Якутия не отдаленная. Я вчера разговаривал с одним руководителем района здесь, в республике. Вот. И, понимаете, в конце разговора я так понял, что, может быть, даже Сколково надо было здесь открывать. Здесь много интересных предложений. Здесь очень много интересных новшеств, которые здесь внедряются. Вот. Поэтому у меня были случаи, когда я председателем профобъединений Центральной России рекомендовал поехать сюда, в Якутию, и поучиться, как надо работать. Причем этот разговор был даже в присутствии вашего председателя профобъединения. А вообще самая главная задача, если вот честно сказать, это вопросы заработной платы. Можно говорить хорошие, красивые слова с любой трибуны, но если будет низкая заработная плата, то люди не будут жить на севере, то люди будут работать адекватно заработной плате,
то люди будут также любить власть, как она платит деньги, также будут любить работодателей. И задача профсоюзов – это, безусловно, добиваться нормальной, реальной заработной платы, на которую можно жить, на которую можно ходить в театры, кино, растить детей, обучать детей. Вот, поэтому самая наша главная задача – это защита социальной экономики. Та задача, которая была 100 лет назад, вы сегодня сказали, по столетию прошлого, она актуальна сегодня. Она актуальна сегодня. Это вопросы заработной платы в первую очередь, охрана труда, охрана здоровья. И в завершении нашего разговора ваши пожелания вашим коллегам, профсоюзам Якутии. В первую очередь это здоровье и так держать. Давид Михайлович, спасибо за беседу. О традиционной декаде, посвященной Дню профсоюзного работника в республике и столетию профсоюзного движения в Якутии, мы поговорили сегодня с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России Давидом Кришталь. Оставайтесь на нашем телеканале.